стеснялась этого диагноза. Почему? Не знаю, осуждение, может, какое-то, что я виновата в этом, или что он не такой, взгляды вот эти. И думаешь, все, вот мир остановился, все, дальше некуда. Вот он и я, все, больше никто нам не поможет. И с этим, что делать с этим, я не знала. Никто в этом не виноват. Это жизнь, это все равно рано или поздно это бы, наверное, произошло. Нет, для меня моя жизнь, моя цель, мое сердце. Как я смогу его взять и отдать в интернат? Нет, никогда. И хочешь, не хочешь, да, вот берешь себя в руки и говоришь, нет, мы это сделаем, мы не опустим руки, мы идем только вперед. Я сейчас не боюсь его показать, я сейчас горжусь им. Академия трех медведей запускает цикл подкастов «Мне не страшно». О детях с аутизмом, о семьях, воспитывающих детей с особенностями развития, о специалистах, которые работают с детьми и родителями. Этот цикл мы пишем вместе с общественной организацией «Руда» и национальной сетью «Ранний старт». Именно они нам помогли найти специалистов и героев. Меня зовут Зибота Джибаева. Сегодня у нас в гостях Зухра. Она одна воспитывает Парвиза. Парвизу 5,5 лет. У него расстройство аутического спектра. Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Мы с вами уже знакомы. Да, первая встреча наша прошла чуть раньше. Сейчас не страшно? Нет, не страшно. А что пугало раньше? Может быть, еще год назад? Не знала, что будет в будущем. Смогу ли я вот это пережить, вот этот диагноз, будет силы, найду какой-то... Много было вопросов, найду вот эти ответы. Не знала. Ты в себе сомневалась? Да, в себе очень сомневалась. Не знала, не знала, к кому обращаться, куда идти, что делать, с чего начинать. Это было страшно тоже. Когда поставили вам диагноз точный уже? Когда ему было 3,5 года, нам поставили диагноз. Это как бы довольно поздно, да, считается? Да, мы почти 2 года обращались к врачам, ходили на всякие там тесты, изучали его, все говорили одно: нормальный ребенок, отдай в садик, он тебя заговорит. Бывает у детей, мальчики поздно начинают разговаривать, все равно как это внутри, в душе вот это сомнение было, не знаю. Все говорили, оставь его в покое, вот он нормальный ребенок. Говорила, нет. А когда ты впервые почувствовала, что что-то не так? Знаете, после 2 лет, когда он перестал, те слова, которые он знал, перестал говорить. То, что он делал, сам кушал, сам в туалет ходил, вот это все исчезло. Это в один момент произошло? Нет, я стала замечать где-то какое-то время, месяц-два, наверное, точно, я уже точно не помню, но вот так. Стала замечать, что что-то не то. Он не играет с другими детьми. Чтобы выйти нам из дома, это была очень огромная проблема. Сходить кому-то в гости, это истерики. Менять дом на другой дом, как-то для него это его пугало. Он забивался в комнату. Если мы приходили в гости к кому-то, он просто в какой-то угол забивался, сидел, не выходил, одеяло сверху. Я просто не понимала, что с ним творится. И врачи упорно говорили, что все это пройдет, как только вы пойдете в садик. Дайте его в садик, он у вас заговорит, он будет как другой ребенок. Мы отдали его в садик. А садик думали, все, заговорит, будет общаться. Вот этот кошмар для него, когда встать утром и идти в садик, у него прям такие истерики были. Я приходила, спрашивала воспитателя, как он себя ведет. Он говорит, он целый день стоит возле окна и ждет вас. Поэтому... Вы забрали через сколько его из садика? Сколько он ходил в тот обычный садик? Когда ему было 3 года, я его отдала в садик. Где-то 4 месяца он там ходил. Хотя мне сказали, 1-2 недели он привыкнет. Он не привык, за 4 месяца никак не привык. И это каждый день начинался с такого... Да, каждый день у нас такие были истерики. Тогда нам еще диагноз не поставили. Я думала, может быть, поменять садик, может, ему это некомфортно здесь, в этом садике. Мы
стали другой садик искать. Когда мы нашли садик, в котором мы сейчас ходим, я даже не знала, что там есть такие дети, особенные дети. Нам понравился, мы его решили привезти. Уже в то время, когда мы привели в другой садик его, нам уже поставили диагноз, нам уже сказали, что этот садик для особенных детей. И знаете, наверное, еще и воспитатель нам там попался хороший, которого он полюбил. Он прям вот, даже когда я его забирала, приходили домой, он мне все время показывал садик, к тете в садик. Он так ее любил. Когда он показывал карточки свои. Да, показывал карточки, приносил обувь, в садик пойдем. Он прям вот полюбил ее, да. То есть он сейчас с удовольствием ходит в садик? Он ходит с удовольствием, да. Ему нравится это. Зухра, было желание поначалу спрятать, скрыть нетипичность Парвиза от родственников, конечно. соседей? Да, конечно, такое было. Стеснялась этого диагноза. Почему? Не знаю, осуждение, может, какое-то, что я виновата в этом, или что он не такой. Взгляды вот эти. Не хотела, чтобы жалели, там говорили, ой, он у тебя такой. Сейчас ты привыкла к этому или приняла? Сейчас это привыкла и приняла, и живу с этим, и я сейчас не боюсь его показать. Я сейчас горжусь им. Это классно. Ты молодец, большая. Зухра, ты говорила, что не осталось врача ни одного, к которому ты не попала с ребенком. Но когда сказали, что это аутизм, чувства какие? Я сейчас просто пытаюсь понять, что может испытывать родитель в такой момент. Потому что шок, гнев, страх, боль, растерянность. Что было у тебя? Был и шок, и гнев, и страх. Это, знаете, это как... Для меня это так было, что вот как будто вонзили нож в мое сердце, и вот оно по кусочкам рвется, да, и знаете, прям вот земля рушится, не знаешь, что в этот момент делать, не знаешь, куда обратиться, не знаешь, что будет завтра. И думаешь, все, вот мир остановился, все, дальше некуда. Вот он и я, все, больше никто нам не поможет. И с этим, что делать с этим, я не знала. Ты осуждаешь его до сих пор, отца своего Парвиза? Нет. Не осуждаю. Мужчины такие люди, которые... Они боятся проблем. Наверное, они сразу не приняли этот диагноз. Мужчины не могут, как мы, женщины, выплакаться, выкричать, там, сказать что-то. Они держат это все себе. Наверное, к ним это со временем приходит. Если мы сразу можем принять, а они потом. Сейчас он принял этот диагноз, сейчас он тоже живет с этим. Сейчас он тоже любит его очень. То есть он приходит? Да. И он общается с Парвизом? Да. Это очень хорошо. А Парвиз, как он принял папу? Тут вот даже я, когда, я была просто вот буквально 5 минут, я посторонний человек, я уже доставляла ему дискомфорт. Наверное, как бы он не прекращал с ним общение, у него всегда было, он всегда к нему приходил, всегда играл. Наверное, наверное, нормально, это где-то нормально сейчас. Это кровь, да? Это кровь, наверное, все равно говорит, когда просто ребенок чувствует отца, и отец чувствует ребенка. Не было порыва отдать в интернат? Нет, никогда. Никогда такой мысли даже не было. Я даже осуждаю тех родителей, вот тех мам, которые отдали детей, которые не смогли вот это выдержать. Да, это тяжело, но нет. Для меня моя жизнь, моя цель, мое сердце. Как я смогу его взять и отдать в интернат? Нет, никогда. А разговоры были о том, чтобы, может быть, отдать лучше его? Нет. Нет. У меня моя семья, очень хорошая семья, мои родители, которые меня поддерживали, которые старались все для моего сына сделать. Они очень его любят. И поэтому такой мысли, даже таких в планах такого у нас никогда не было.
Сейчас у вас, ты говорила о том, что когда раньше вы пытались куда-то сходить, в магазин или в гости, были истерики, а сейчас ты научилась как-то ходить с Парвизом в магазин? Ну, есть, конечно, проблемы, но уже мы нашли этот баланс, Да, который друг друга мы можем понимать. Когда я могу объяснять, что сегодня нет, а завтра можно. Знаете, вот у него такой, хотя бы говорят, что они ничего не понимают, они все понимают. Он все знает, он все запоминает. Если я ему что-то пообещала, он завтра об этом мне обязательно напомнит. Что ты же мне обещала магазин? Говорит, магазин. Я говорю, конечно. Потом... И он себя спокойно чувствует уже, да, в общественных местах? Ну, не всегда. Не все это зависит от настроения, от настроения чего? Зависит, от звуков, от людей, наверное, да, место, где это. Ну, уже мы знаем, куда ходить, что делать. Те места, которые ему не нравятся, мы стараемся не посещать. Находим, да, вот этот среднюю черту. То есть ты уже настолько вот прям погружена в него, что ты знаешь, что в этот момент ему нужно. Да. Ты чувствуешь. Знаете, наверное, пришлось стать вот этим специалистом для своего ребенка, понимать, научиться его понимать. И психолог, и мама, и друг, и тьютор, и все, наверное, сейчас и для него. Кстати, вернулись навыки, которые у него были до 2 лет? Да, у него вернулись навыки эти, да. Все. Даже больше, он уже много все знает, все делает. Ты можешь предположить, а что триггером стало? Был ли триггер для этого? Что вот какой-то толчок к тому, что вот было все, да, вроде, а потом раз и как-то вот... Все время я думаю об этом, как так получилось. Может быть, в тот момент я уехала в командировку, меня не было, он скучал без меня так сильно, и вот это подействовало. Может, что-то другая причина стала, может быть, он заболел в это время. Вот каждый раз я об этом думаю. А ты постоянно ищешь причину в себе, да? Ты себя ковыряешь внутри. Да, себя, мир, который рядом, может быть, люди, кто-то спровоцировал это все время, я об этом думаю. Но сейчас, наверное, пришла к тому моменту, что никто в этом не виноват. Это жизнь. Это все равно рано или поздно это бы, наверное, произошло. Если не в 2 года, то в 3. Не в 3, то в 4, да, например. Ты сейчас работаешь? Наверное, когда с таким ребенком уже трудно работать, и свой график уже сначала переносишь на полдня, потом на несколько часов, потом уже думаешь, дальше стоит ли работать или нет, потому что все время нужно посвящать этому ребенку. У тебя же ходят в садик, да? То есть во сколько вы идете в садик? 8. 8. Ага. И до 3:30, у нас да? есть еще другие занятия, куда мы ходим. Это все время нужно. Всякие центры, всякие физические заряды, там бассейны, логопеды, это обязательно мы все ходим. Это ведь все недешево. Как? Кто тебя поддерживает? Такой откровенный просто вопрос. Мои родители, отец моего ребенка. Он уже, я говорю, там... Да. Все, он принял, он понял, что здесь нужна помощь. Да. Потому что я просто читала твою историю в начале, да, перед тем, как познакомиться с тобой, и я чувствовала твои просто невыплаканные еще слезы, и мне казалось, что ты еще на тот момент не простила его. Сейчас все нормально. И простила. А что значит режим? Раньше мы не знали, что такое режим, как это делать, что... И насколько он важен, да. Это, знаете, нам очень помогает. Режим, четкий план для него, это что нужно делать. Встав с постели утром, что он должен делать? Умыться, одеться, купаться, покушать. Это очень помогает. А когда он встал утром, неопределенность, он не знает, что делать.
Он не знает, как себя вести, куда пойти. И начинается как бы хаос такой, да, у него. А когда есть режим дня, очень помогает. Если на словах он не может понять, я ему показываю эти картинки, я ему показываю эти фотографии, и он знает уже, куда пойти, что делать. Почему это важно? Это становится, я поняла, что это легче. Да. Да, то есть вот это просто для него это легче. То есть любое отклонение от режима доставляет ему дискомфорт. Да. Как долго ты шла до режима? Я все время говорила, нет, это нам не поможет, зачем это надо. То есть ты не верила в то, что нужен вот прям такой? Нет, когда нам специалисты говорили, вам станет легче, вы будете научитесь его понимать. Я говорю, да нет, зачем эти карточки, кому они нужны, да. А потом, когда решила, давай попробуем, у него тогда еще не было речи, и что он хотел, я не понимала. И когда мы стали с карточками заниматься, он стал мне показывать, что он хочет, не было вот этих истерик, он просто приносил мне карточку, вот карточка, мама, я вот это хочу. Я уже ее понимала. А когда появилась речь? Речь, когда именно мы стали заниматься с карточками, у него появилась вот эта речь. Ну, через какой период? Например, вот сейчас ему 5,5. Когда он заговорил? 5. В 5. Где-то, да. Ну, вот как раз такие карточки, вот эти вот прям... То есть он он сначала называл карточку, да, есть карточка троллейбус, потому что он очень хорошо говорит слово троллейбус. Да. Мы знаем все транспорт, он весь транспорт знает, любит, обожает транспорт. Для него вот это кайф, вот этот транспорт, покататься где-то. Было время, когда руки совсем опускались? Да, были такие моменты, когда руки опускались, хотелось закрыться от всего мира, не хотелось ничего делать. Думала, зачем? Все равно у него этот диагноз, ничего с ним не поделаешь, нету таких лекарств, которые вылечат его. А потом... Ведь здесь не роль специалистов, да? Ты как бы советы, какие бы ты ни слушала, ты пока не найдешь себе вот этот внутренний ресурс. Пока не примешь этот диагноз, наверное, пока не возьмешь себя в руки. Иногда просто смотришь на своего ребенка и думаешь, если не я, то кто? Кто ему поможет? Никто не поможет, он никому не нужен будет, кроме тебя. И хочешь, не хочешь, да, вот берешь себя в руки и говоришь, нет, мы это сделаем, мы не опустим руки, мы идем только вперед. И какие результаты? И то есть, когда ты добиваешься каких-то результатов с сыночком, ты просто вот ликуешь, наверное. Сейчас... Какой последний такой был результат, чтобы вот он прям доставил такую тебе радость? Для меня сейчас последний результат, который мы добились, это научился он алфавит. Он все буквы очень грамотно знает. Он все буквы знает, как это рассказать. Он еще этот алфавит поет. У него очень красивый голос. Он научился тоже считать. У нас до 10 хоть научился. Но, может быть, другие родители скажут, ну ничего, это все дети учат. Но для меня это, знаете, прям вот такая гордость, что вот до этого момента мы дошли, что мы начали изучать вот этот алфавит. Я вот прям за него радуюсь. Что у него идут успехи. Вот эти. Моя дочь в 7 начала учить алфавит. Не так прям, я тоже всему свое время, да? То есть я просто рада, что у вас такие результаты. Какая следующая цель у тебя сейчас? Вот я сейчас просто пытаюсь. Вот, наверное, есть, да, какой-то график. Мы сделали вот это, и следующее мы сделаем вот это обязательно. Или ты себе не рисуешь такого графика? Наверное, пока что мы себе такой график не рисовали, но вот в последнее время... Если я раньше не мечтала о школе, что он пойдет в школу, это была какая-то мечта, да, что он с букетом цветов, в белой рубашке стоит в школе, да, на 1 сентября. Это была просто мечта у меня. А когда мы начали изучать алфавит, этот алфавит он выучил, для меня стала цель. Цель, чтобы он пошел в школу.
Чтобы он учился как другие дети, чтобы он не был особенным, а как обычный ребенок. Чтобы к нему не относились, он особенный, не будет ходить в школу там, нет. Нет, я все равно вот эту цель я хочу добиться, чтобы он пошел в школу, чтобы он стал самостоятельным, чтобы у него в жизни была цель какая-то. Вот это у меня сейчас моя цель, это мой план. Сейчас мой план это. До выполнения плана еще 1,5 года. В принципе, успеете, все, сможете. Мы сможем. Вы сможете обязательно. Зухра, совет маме, которая вот сейчас, она, возможно, слушает нас, да, а она прям в таком отчаянии. Просто, да, как и вы, хочет закрыться, просто от всех спрятаться со своим ребенком. Что бы вы ей сказали? У всех этот период такой бывает, все хотят спрятаться. Наверное, это нужно пережить маме. Придет время, и она это примет. Но никогда не нужно опускать руки, никогда. Если не вы, никто вам не поможет. Никакие не специалисты, никакие не врачи, никакой детский садик, ни соседка не придет с вашим ребенком, не будет заниматься, да? А только вы мама для него, вы для него весь мир, только вы должны. И это упорный труд, который мама должна делать каждый день. Да, это каждый день. Это твоя новая работа, за которую не платят, но платит любовью твой ребенок. Ради этого стоит бороться. Это очень стоит, чтобы твой ребенок пришел, тебя обнял и поцеловал, сказал слово «мама», это обязательно, чтобы услышать вот эти слова. Когда мама сказала «Парвиз»? Наверное, он с 1,5 года говорил мама. Говорил, и он не потерял этот навык у тебя? Нет. Я была для него мамочка, все для него была. Спасибо, Зухра. Подкаст создан в рамках проекта «Ранние годы. Время возможностей» при финансовой поддержке Института «Открытое общество. Фонд содействия в Таджикистане». Содержание подкаста может не отображать официальную позицию Института «Открытое общество. Фонд содействия в Таджикистане». Спасибо.